Пассажирские перевозки по городским и междугородним маршрутам. Скидка 10% до 30 сентября. Манзара Транссервис. Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112». В студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем о последней попытке перейти дорогу в неположенном месте. Пожилой человек скончался в результате наезда. Покажем, как машина проехала по рабочему, вылезавшему из колодца. Водитель не имеет права въезжать на газон. И какое наказание грозит за производство лекарства для пчел без лицензии. А также, откуда в лесу краник с соляркой. Случайно за грибами приезжал, нашел и кран здесь. Это не только прямо сейчас. Пожилой мужчина попал под колеса автомобиля на улице Ленская в Казани. Водитель Kia Ceed не успел среагировать на неожиданное появление человека перед капотом автомобиля и сбил пешехода. Происшествие стало для него фатальным. Айрат Назипов был на месте происшествия спустя несколько минут. К моменту приезда скорой помощи пострадавший находился в сознании. Медики с помощью очевидцев погрузили сбитого мужчину в машину, после чего увезли его в больницу. Сам водитель от комментариев отказался. Молодой человек находился в состоянии эмоционального шока. Отметил лишь, что никак не ожидал появления пешехода на этом участке дороги. Он ехал по проспекту Ямашева в сторону Большой Крыловки. У дома номер 10 по улице Ленская пожилой мужчина решил перейти проезжую часть в неположенном месте. 23-летний водитель иномарки увидел пешехода в последний момент. По предварительной версии, пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. Увидеть его, а владельцу Kia помешает сразу несколько причин. Это темное время суток, плохие погодные условия и отсутствие светоотражающих элементов на одежде. Наезды на этом участке дороги не редкость. Зачастую многие пешеходы не желают идти до зебры и сокращают путь. Водители из-за бетонного ограждения не видят пешеходов. И зачастую последние выскакивают на проезжую часть прямо перед автомобилями. Последствия бывают трагичные. В результате этого наезда 70-летний мужчина получил закрытый перелом ребер справа и открытый перелом правой голени. Через несколько часов от полученных травм он скончался в больнице. Айрат Назипов, Азат Самигуллин, вызов 112. 19-летняя девушка погибла в аварии в Пестричинском районе. По предварительной версии, 25-летний молодой человек, заснув за рулем Hyundai, влетел в припаркованную обочину фуру. Помимо водителя в салоне легковушки находились две 19-летние девушки. Водитель из искореженной машины выбросил самостоятельно, а вот его пассажиров достали спасатели. Одна девушка в результате удара получила сотрясение головного мозга средней тяжести и многочисленные ушибы. Вторая от полученных травм скончалась на месте. Два человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей с фурой минувшим вечером. Авария произошла на трассе Чистополь-Казань. Спасателям позвонили многочисленные очевидцы. Там не смогли разъехаться Мерседес, Рено и Ауди. В результате столкновения пострадала 42-летняя автоледи, управлявшая Рено, и ее 17-летняя пассажирка. Прибывшие сотрудники скорой оказали им первую необходимую помощь, после чего их госпитализировали в Чистопольскую центральную больницу. И еще одна авария произошла минувшим вечером в Чистопольском районе. Там, недалеко от села Кутлушкино, несколько автомобилей столкнулись с грузовиком. Машины оказались разбросанными на дороге, в результате чего на этом участке образовалась пробка. А КАМАЗ после удара опрокинулся в кювет. Чтобы поставить многотонник снова на колеса, понадобилась помощь тяжелой техники. Врезалась колесом в человека, вылезавшего из люка. В Нижнекамске автоледи, заехавшая на тротуар, не заметила рабочего в колодце. В следующую секунду колесо автомобиля прижало его к стенкам. Все попало в поле зрения камеры наблюдения. Салават Мухаммадуллин посмотрел эти съемки. Звук удара привлек внимание очевидцев. К месту происшествия тут же сбежались люди. На площади Лимаева возле одного из ресторанов женщина за рулем иномарки буквально врезалась в мужчину, который выбирался из колодца. В данном дорожно-транспортном происшествии усматривается вина водителя, так как канализационный люк находился на газоне. Соответственно, водитель не имеет права въезжать на газон согласно правилам дорожного движения. В этот день рабочий подрядной организации оператора проводной электросвязи проверял провода и кабели, но свою работу он не закончил. Очевидцы предполагают, что автомобилистам просто удобно подъезжать к зданию по пешеходной зоне, несмотря на запреты. Приехавшие медики госпитализировали мужчину с сотрясением мозга и переломами. Он проходит курс лечения в травматологии. Виновной в происшествии, вероятнее всего, признают женщину-водителя иномарки. Тяжесть наказания будет напрямую зависеть от тяжести травм, которые получил пострадавший. Салават Мухаммадуллин, Вадим Струминский, Ренат Харасов, вызов 112.
8-летний мальчик провалился в колодец и погиб. Все произошло 2 сентября, когда он с другом играл у строящегося коттеджа на территории садового товарищества в Советском районе Казани. Как предполагают следователи, он наступил на кусок доски, прикрывавший колодец глубиной почти 2 метра, в который сливались отходы стройки. Поскольку после этого доска вновь прикрыла люк, второй мальчик не заметил, куда исчез его друг, и рассказал о произошедшем его родителям. После 2 часов поиска тело ребенка извлекли на поверхность. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Семейная ссора закончилась убийством. В Казани, в поселке Сухая Река, 38-летняя женщина при помощи знакомого решила поставить кровавую точку в череде скандалов со своим супругом. По версии следствия, Ильгиза Рахимова, в очередной раз, поругавшись с нетрезвым 40-летним супругом, направилась к 27-летнему Вадиму Гришину и предложила ему убить главу семейства. Они вооружились металлической арматурой и отправились обратно, где и расправились с погибшим. Вадим Гришин нанес мужчине несколько ударов по голове, отчего потерпевший скончался. Тело погибшего они завернули в постельное белье и выбросили у дороги недалеко от одного из садовых товариществ. А вот от орудия убийства обвиняемые избавились в поселке Дербышки. Мужчина с женщиной вину свою признали. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Совмещал преподавательскую деятельность с незаконным бизнесом. Сегодня в Советском районном суде Казани стартовали прения сторон по делу сотрудника кафедры органической химии одного из вузов и по совместительству директора коммерческой фирмы Фируди Гусейнова. Мужчина обвиняется в незаконном производстве и сбытии лекарственных препаратов для пчел. Лицензии на производство медицинских препаратов у него не было. Динара Камалова узнала, какое наказание запросило государственное обвинение. Я знаю, что незнание закона не освобождает от ответственности. Свою вину подсудимый полностью признает. Рассказывает, что 3 года назад, когда начинал коммерческую деятельность, не думал о юридической стороне вопроса. Только о химии и производстве. Фирудин Гусейнов работал на кафедре органической химии в одном из вузов Казани. А потом, организовав коммерческую фирму и возглавив ее, стал совмещать теорию с практикой. Лекарственный препарат выглядит вот таким образом. Он не вредный? Нет, нет. С начала 2015 года в течение 2,5 лет мужчина изготавливал препараты для пчел. Незаконно лицензию оформлять не стал. Производство наладил в стенах Казанского научно-исследовательского технологического университета. Общая стоимость произведенных лекарств составила почти 2 миллиона 230 тысяч рублей. Также следствие установило, что помимо производства лекарств, Фирудин Гусейнов занимался и его сбытом. Средство является лекарственным препаратом и подлежит государственной регистрации. Между тем, сотрудники Управления экономической безопасности установили, что возглавляемая подозреваемым коммерческая фирма не имела соответствующей лицензии. О незаконном производстве полицейские узнали в марте этого года. Отпираться при задержании мужчина не стал. 5,5 лет общего режима и 2 года отстранения от преподавательской деятельности со штрафом в 1 миллион 200 тысяч рублей. Именно такое наказание запросил сегодня государственный обвинитель. Сторона защиты настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы. Сейчас подсудимый находится под подпиской о невыезде, поэтому вновь в зал суда мужчина придет самостоятельно. Уже через 3 недели тогда ему и огласят приговор. Динара Камалова, Константин Бушуев, вызов 112. Заправляли автомобили бесплатно в лесу. Сотрудники отдела по пресечению преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса задержали 3 человек в тот момент, когда они закачивали в канистре дизельное топливо, сделав врезку в трубу с нефтепродуктами. О планах таким образом похищать топливо оперативникам было известно еще в мае. Но не было конкретного места планируемой врезки. В конце августа группу задержали прямо в момент слива солярки из трубы. Станислав Яковлев узнал, что подозреваемым не помог даже выставленный дозор. Здесь как оказался? Ну, нашел, случайно за грибами приезжал, нашел эту кран здесь, вот, открыл, течет солярка, что-то попробовал залить. В случайность такой находки оперативники не поверили. Они с мая знали о планируемой врезке, но не было точного места. Было известно, что на территории Лаишевского, Верхнеуслонского или Алексеевского районов. В итоге место откачки дизельного топлива из трубы нашли в Лаишевском. Шланг был выведен в лес в 220 метрах от основной топливной магистрали. В конце августа 2017 года в лесном массиве в момент налива дизельного топлива в емкости, расположенной в кузове грузового автомобиля, сотрудники подразделения экономической безопасности задержали 2 участников группы.
Недалеко от этого места был задержан еще один подозреваемый, который должен был предупредить о возможном появлении посторонних лиц в месте врезки. Дозор не помог, и в итоге с места кражи солярки оперативники изъяли сотовые телефоны, грузовой ЗИЛ, в кузове которого и были баки для краденого топлива, еще одну легковую машину. Дома у подозреваемых нашли армированные шланги и оборудование для врезки в трубы. Ущерб по предварительным подсчетам составил больше 100 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 пункта А, части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража. Теперь подозреваемым за попытку нажиться на чужом топливе грозит до 10 лет лишения свободы. Станислав Яковлев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.